Благотворительные акции, сельскохозяйственные ярмарки, организация мест для молитвы. В регионе утвержден план мероприятий на месяц Рамадан. Таргим-2018. Международный форум проходит в Джайрасском районе в эти дни. In Global Challenge. В Ингушетии прошел чемпионат по робототехнике. Здравствуйте, вы смотрите новости 24. Глава Ингушетии Нузбек Евкуров поручил с началом священного месяца Рамадан организовать в республике сельскохозяйственные ярмарки в целях предотвращения повышения цен на продукты. Вдоль федеральной трассы подготовить места для молитвы, а также заявил о необходимости проведения благотворительных акций с привлечением меценатов. В правительстве прошло расширенное заседание. Подробности у Хади Добриевой. Рамадан в этом году начнется 17 мая и продлится до 16 июня. Как доложила в ходе расширенного заседания правительства республики вице-премьер Мадина Гойгова, уже утвержден план мероприятий, которые пройдут в республике в священный месяц Рамадан. В целях осуществления контроля за недопущением необоснованного роста цен на продовольственные товары, реализуемые на территории республики Ингушетия в период месяца Рамадан, создана рабочая группа с включением представителей всех муниципальных образований. Основная задача группы заключается в мониторинге цен на продукты питания на рынках и продовольственных магазинах. Кроме того, во всех районах и городах республики присоединятся к акции «Шатер Рамадана». Большое мероприятие планируется и в Москве. Особое внимание в этот период будет уделено подготовке телепередач религиозной тематики, санитарной очистке и праздничному оформлению муниципалитетов. Утверждено распоряжение о создании оперативного штаба при правительстве Республики Ингушетия, целью которого является прием и обработка в круглосуточном режиме обращений жителей региона по вопросам газа, электро- и водоснабжения. Информация о работе штаба будет доведена до населения посредством телевидения, печатных СМИ и социальных сетей. Глава Ингушетии особый акцент сделал на необходимости проведения благотворительных акций с привлечением меценатов. По его мнению, обязанность каждого правоверного мусульманина по мере возможности помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Представителям муниципалитетов глава региона поручил составить списки малоимущих семей, нуждающихся в помощи, и при поддержке регионального Минсельхоза организовать сельхозярмарки для предотвращения повышения цен на продукты в период поста. В каждом селе есть те, кто остро нуждается. Бойдаш, Бирдош, отдельных яжах, Калсик. Или же крыша протекает где-то, или же дом не такой, или же телевизора нет, или же там не могут стол накрыть, или же, всякие есть причины. Вот калитку ворота поставить, забор подправить. Понятно или нет? Вот посчитайте, мне доложите, сколько в каждом селе таких адресов. Это первое. Второе. В каждом селе товарищ газовик, водоканал и энергетик посчитать то же самое. Это примерно там по 40 адресов, где задолженность по энергетике, по коммунальным услугам, где вот остро нуждающиеся, но максимум 40 адресов. Вот из-за этих людей там рассчитаться, долги с ними списать, чтобы царь Марк Павлову должен. Потому что у них нет возможности заплатить, и они вынуждены и где-то должен. Посмотрите по этим адресам. То же самое списки эти выставить. То есть у нас должны быть списки, вот как я сказал, там по категориям этих людей. Они могут совпадать, могут не совпадать. Если будут совпадать, ничего страшного нет в этом. И долг погасили, ворота подчинили, телевизор купили и детей одели. Посмотрите, сколько детей, которых нужно одеть. Управление по обращению граждан тоже, Фатима, посмотрите, сколько людей, вот эти обращения тоже поднимите, где вот наиболее сложная ситуация, тоже изучите. И детей где-то буквально там заготовить эту одежду по размерам, чтобы совпадало. Сделайте красиво это все, и чтобы за 3 дня или за 2 дня до праздника эту одежду принести домой, а не прямо сегодня это выдать. Чтобы у детей было праздничное там настроение и одежда была. На это обратите внимание. Юнусбек Евкуров подчеркнул, что месяц Рамадан является очень важным временем для укрепления веры и совершения богоугодных дел. Он отметил необходимость запрета торговли алкоголя в этот месяц, а также распорядился организовать места для молитвы вдоль федеральной трассы Кавказ. Вместе с имамом пройдите все мечети, посмотрите, где помочь там, где паутина, где подкрасить, где побелить.
маленькие, большие, все мечети обойдите. И чтобы круглосуточно там, я не говорю там еда, во-первых, не ставить там скоропортящую еду, а воду, финик, и там хлеб или булочки поставить. Ну, постарайтесь, это там не такие большие расходы, там найдутся люди, кто пожертвует на это. Посмотрите, это все нужно продолжить, а управление по делам религии взять это на контроль и проверять, и где плохо, где хорошо, освещать и корректировать. Каждый день вице-премьер, товарищ Уджахов, разбор по ЖКХ, разбор по жалобам. Там, где у нас есть проблемы с водой, они у нас сейчас поступают жалобы уже сейчас. С Плиева, с Далакова, большинство я имею в виду жалобы, Инарки, Сагапчи, ну и ряд других населенных пунктов, Чулуки там и так далее. Там, где проблемы с водой, там, ну, во-первых, разобраться, почему эти проблемы, навести там порядок, и быстро там исправить ситуацию. А там, где это неисправимо сейчас, с учетом того, что мы осваиваем средства и не успеем воду там подвести, значит, проработать вопрос, как воду туда подвозить. Помимо этого, региональному Минсельхозу поручено предусмотреть во всех мечетях вдоль федеральной трассы продукты питания для разговения водителей и пассажиров транзитного транспорта. Хади Добриева, Хусейн Гагиев, Новости 24. Сегодня в Джарасском районе республики стартовал 7-й международный форум «Торгим-2018». Он продлится до 15 мая. На этот раз форум собрал представителей не только России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Более 200 человек съехались из Франции, США, Швеции, Турции, Палестины, Коста-Рики, Бельгии и Сирии. В рамках первого дня запланированы лекции с политиками и общественными деятелями. Открыл форум глава региона. Индира Ванкива расскажет подробнее. Более 200 человек из Франции, США, Швеции, Турции, Палестины, Коста-Рики, Бельгии и Сирии. Объединяет их всех одно – молодость и желание сделать мир лучше. Открывая форум «Торгим-2018», глава региона отметил важность процесса культурного обмена между молодежью всего мира. Политика, а вот вовлекать во все эти взрослые и серьезные игры молодежь неправильно, считает Унузбек Евкуров. Но самое главное, еще раз повторяю, чтобы вы между собой общались, знакомились, понимали, что независимо от цвета кожи, независимо от вероисповедания, независимо от национальности, от одеяния, вы все молодые ребята, все вы должны смотреть друг на друга в плане того, что а кто лучше, а кто больше знает, у кого больше каких-то инициатив добрых для людей, для человечества, для страны в целом, а не в плане того, что кто круче, кто сильнее, чтобы возвысить кого-то над кем-то. Ингушетия продолжает удивлять своим гостеприимством. Большинство участников приехали в нашу республику впервые. И самое первое, что они заметили – дружелюбность и открытость людей. Вот я приехал, и я не чувствую, что я где-то в другой республике. Я же тебе сразу сказал. Ты не в гостях, не ходишь, я говорю. Я ни разу этого не почувствовал. Весь народ показывает дружелюбие, гостеприимство. И я начал изучать слова ингушские. И мне нравится вот этот язык. И вот те же самые горы, те же самые деревья и та же самая зеленая трава. Нет, у нас чуть-чуть круче. Чуть-чуть выше, чуть-чуть круче, да? Политолог Руслан Курбанов рассказывает, что в его молодые годы подобных официальных площадок для обсуждения проблем молодежи не было. И им всегда приходилось самим что-то придумывать. На форуме «Торгим-2018» он в качестве ветерана молодежных объединений. И с высока своего уже взрослого взгляда он уверяет ребят, что подобные площадки многое дают молодежи. Лет 10-15 назад, когда никаких грантов, никаких государственных программ, никакой поддержки, ничего не было, о чем говорил Унузбек Евкурович, когда молодежь была брошена, идеологии не было. Мы начинали с нуля, буквально собирая со своих сверстников по 50 рублей в месяц, выпускали стенгазету в Дагестане, в Махачкале, я сам родом из Дагестана, и начинали молодежные сообщества развивать. А сегодня мы дошли до регулярных ежегодных форумов в каждой республике, в каждом регионе на федеральном уровне. Все-таки я считаю,
что этот путь мы прошли вместе общими усилиями, развивая эту нишу, это направление. Социальные сети, их плюсы и минусы. Шамиль Джафаров, руководитель Московского кавказского клуба, затрагивает один из основных вопросов современности. На сегодняшний день много тех, кто использует соцсети далеко не в миротворческой миссии. И именно через них пытаются влезть в политику разных стран. Учитывая все это, Джафаров призвал молодежь быть осторожнее и не позволять кому-либо лезть даже виртуально в их страну. Какое количество хейтеров, какое количество негативной информации идет со всех сторон, и нас пытаются поссорить по разным принципам, по социальным, национальным и так далее. И мы как-то отвечаем, как-то сопротивляемся этим процессам, хотя на самом деле мы должны двигаться вперед, мы должны опережать, потому что нам есть что сказать, нам есть что показать, наши успехи и наши возможности, желание дружить и общаться. Спикер регионального парламента отметил, что дружбу, которая завязалась на форуме, они просто обязаны пронести через года. И каждый раз, вспоминая о своем товарище, понимать, что нации мира желают жить в дружбе со всеми. Я тоже вспомнил свои юношеские годы, был тоже активным членом общества и был в пионерском лагере «Орленок», 4-я лагерная смена, 1978 год. До сих пор с некоторыми из ребят поддерживаю отношения. Я это к тому, что, ребята, вы здесь, когда уедете, то все-таки контакты вы должны сохранить на долгие годы, должны общаться и знать, что когда будут судить о представителе какого-то народа, то вы всегда вспоминали своего товарища, Магомеда, Ахмеда и, наоборот, Андрея, Ивана, да, наоборот, что вот нет, это действительно, значит, нет плохих народов. В рамках работы форума организованы круглые столы, секции, лекции и культурно-досуговые мероприятия. Основные задачи – создание условий для творческой самореализации молодых людей и привлечения внимания на проблемы молодежи. Для многих ребят Таргин 2018 стал уникальной площадкой, где есть возможность обменяться опытом с представителями активной молодежи. Я из Коста-Рики. Для меня это, конечно, очень интересный форум, потому что я могу знакомить много людей из разных националити, да, и я очень интересный знать новые страны, новые места. Например, в моем стране мы очень я забыл это слово. Город и так далее. Поэтому я очень люблю. Я из Ирана, из Тегерана. Я приехала в Ингушетию, потому что я слушала, здесь очень красиво и очень хорошие люди живут здесь. И тоже мы знаем, как они похожи культурные, у них есть похожая культура, как мы. И мы хотим узнать, как они живут, как они думают, как они говорят. Но поэтому мы здесь, потому что очень интересно для нас. Форум продлится до 15 мая. За эти несколько дней молодые люди смогут не только культурно обогатиться, но и отдохнуть и собрать целый чемодан воспоминаний. Идир Манкива, Рахмат Суров, Новости 24. Открытый чемпионат по робототехнике In Global Challenge прошел сегодня. Состязания были посвящены столетию государственной системы дополнительного образования детей в России. Организаторы чемпионата – Первый Сунжинский лицей, Центр молодежного инновационного творчества и реновации. Подробности в следующем сюжете. Магомед Муцольгов ходит в школу инноваций всего пару месяцев, но даже и не подозревал, что за такое короткое время обучения будет участвовать в региональном чемпионате In Global Challenge. Он вместе со своими товарищами уже собрал робота, которого ждет состязание сумо. На этом кругу должны стоять это два робота. Когда их включают, они начинают крутиться. И вот эти глаза должны увидеть этого робота, и они начинают толкать друг друга. И робот соперника должен выбиться из этой черной линии. Итак, чей робот выйдет за эту черную линию, он проигрывает. Всех этих
Этих роботов собирают обычные школьники, используя при этом конструктор Лего. Для начала модель нужно собрать, а потом создать для нее программу, которая позволяет роботу ожить. Конкуренция между ребятами жесткая, обстановка накаленная. Каждый пытается выйти в финал. И это неудивительно, ведь только 2 команды со всей республики могут отправиться на всероссийский чемпионат, который придет в июне в Казани. Ну а если им там повезет, то финалисты отправятся и в Таиланд. У каждого из этих участников разработана своя собственная программа, по которому они собирают и разбирают роботов. В данный момент все эти роботы в разобранном виде, но по команде «Старт» они должны снова собрать их на скорость и уже без инструкций. Всех этих маленьких гениев объединяет одно – талант и любовь к робототехнике. Конечно, участие в региональном чемпионате – дело не самое простое, но видя, с каким интересом и рвением ребята конструируют свои механические агрегаты, понимаешь, что эта задача им вполне по плечу. Я за всех с них переживаю, потому что это все наши воспитанники практически. И, конечно, я питаю большие надежды на них, поскольку это их только старт. Перед нами новые вершины. Дело в том, что мы в том числе являемся региональными представителями Олимпиады и национальной технологической инициативы, куда входит 19 профилей, в том числе ядерные технологии, нанотехнологии, биотехнологии. И, конечно, я хотел бы, чтобы наши дети именно выигрывали именно на этом уровне, поскольку этот уровень даст им еще возможность получения 100% к профильному ЕГЭ в момент поступления в технические вузы страны. Вот, поэтому целей огромное количество, вершин непреодолимое количество. Ну а в стороне кулаки за своих детей держат родители и близкие участников чемпионата. Газгиреева Амира рассказывает, что гордость за своего сына преобладает и волнения совсем не чувствует. Надеемся на победу, но это не самое главное. Главное участие, как говорится. И думаю, что в будущем для их будущей профессии это будет большой плюс. То, что они посещают вот эти кружки. Робототехника сегодня актуальное и престижное направление. В Сундерской гимназии номер 1 чемпионат проходит впервые. Учителя вместе с ученицами подготовили небольшую концертную программу. Поддержать боевой дух ребят приехал и министр образования и науки Ингушетии Юсуп Кастоев. Я не ожидал. Я знал, что у нас и робототехника, и реновация создана, и в новостях, и на сайтах ваших школ. Я все это видел. Но когда это воочию видишь, я удивлялся. Я бы, наверное, столько сделать не смог. Еще раз поздравляю всех. Желаю вам успехов. Попадут ли ингушские гении на чемпионат, который придет в Таиланде, лишь вопрос времени. Нам остается ждать и надеяться. Ната Евлоева, Рамзан Межоев, Новости 24. 14 мая в республике пройдет масштабное сельскохозяйственное мероприятие «День поля-2018», на котором будет представлено множество сортов сельскохозяйственных культур, продемонстрированы новинки сельхозтехники и оборудования. Пройдет сельскохозяйственная ярмарка для гостей. Участников также организуют концертную программу, бесплатное общественное питание и множество других развлечений. Подготовка к мероприятию идет полным ходом. Праздник пройдет на поле при въезде в Магаз. Мы надеемся, что, посмотрев такие мероприятия, мы будем здесь рассказывать про ту сделанную нами работу, какую работу мы проводим. Мы надеемся, что вот такие мероприятия привлекут наших молодых ребят именно на работу в сельское хозяйство, чтобы наши ребята шли. Профессиональные жокеи испытывали сегодня своих лошадей на резвость. В Магасе состоялись конные скачки. Организаторами выступили конно-спортивная школа Ингушетии и клуб всадников Ингуши. Несколько заездов на различных дистанциях принесли хозяевам самых быстрых скакунов ценные призы. Подробнее в репортаже Саида Куштова. На ипподроме города Магас организовали испытательные заезды для всех желающих. Мероприятие началось динамично, несмотря на пасмурную погоду. Грациозные скакуны, лучшие жокеи готовы показать свое превосходство. 2 заезда на дистанции 2000 метров. Итак, старт дан. В первом заезде участвовало 10 лошадей чистокровной верховой породы в возрасте от 2 лет. С самого старта лошадь по имени Халима Лав вырывается вперед на несколько метров от своих соперников и достигает финиша первой. Примечательно, ее жокей из тех самый юный. Ваха Евлоеву 14 лет, он с 8 лет ездит верхом. Любовь к скачкам привил ему его отец. Отец
Якупау ушел в город своей лошадью, ведь она пришла первой. О заездах он узнал буквально утром и прямиком ринулся сюда для участия. А уже завтра он планирует поехать в соседнюю республику для участия в скачках и надеется выиграть. Обычно 9 мая, 7-8 мая школу гуливает, чёрных скачки. А уже хугятен, да, вообще илхан, а стара резко скачки, давай долхуэн, и тогда кажется, позже не кохкаст. Два заезда прошли молниеносно. Если в первом состязались чистокровные породы, во втором заезде принимали участие полукровки, где первым пришел юный жокей Ваха Евлоев. Впрочем, главной целью конно-спортивного соревнования является не только выявление сильнейших наездников и лошадей, но и пропаганда этого красивого зрелищного спорта в республике. А победитель получил барана и амуниции. Саид Куштов, Адам Далаков, Новости 24. В родовом селе Охриевых в Фуртоге состоялась встреча представителей рода. Приехали гости из разных регионов страны и зарубежья. Поводом для встречи послужило чествование героев Великой Отечественной войны. Представители этой фамилии. Подробнее расскажет Тамерлан Хамхоев. Такого количества людей высокогорный аул Фуртоуг не видывал уже давно. Туристы, конечно, сюда часто заглядывают, но не в таком количестве. Здесь сегодня не только представители рода Охриевых, которые являются основателями этого аула, но и их родственники. Причина, по которой все собрались, предельно проста. Здесь проходит чествование участников Великой Отечественной войны, выходцев из этого селения, чье участие документально подтверждено. شايف هذا خلدوش سنة ديكاور ومالها وزبيزك خلدوش مور سويسش ديكاورك وتبيزك خلدوش اشتسان حيخم خلدوش اشتواشة خيترت اش ده عند الوستان حبيخ بس حبرش حبوا بوش ب سان صح حيخم خلدوش ب بس حيخم دعبي ده عند الوين ناخ بصعب. Рашид Бек, Мусост и Алаудин Охриевы. Эти и другие люди, принимавшие участие в разгроме фашистских войск в кровавые 40-е, безусловно заслуживают права называться героями. В память о них и проводится сегодняшнее мероприятие. Охриевская фамилия, она немногочисленная, но если по-ингушски сказать, дашу в истории ингушского народа охриевские с тех самых времен по сегодняшний день оставили хороший след и продолжают. Здесь как жители нашей республики, так и представители других городов и даже стран. Словом, все, кто имеет хоть какое-то отношение к роду Охриевых. Подобные встречи очень важны как для подрастающего поколения, так и для более старших представителей фамилии, считают собравшиеся. Мы потомки этой вот легендарной фамилии, я думаю, что должны соответствовать нашим старшим. Поэтому мы сейчас молодежи передаем непосредственно ту, наверное, то, что наши предки нам передали, их стараемся как-то, чтобы первые, чтобы уделить внимание первым долгом учебе. Подготовились к встрече с родственниками и самые юные участники схода. Они прочитали стихотворение, разумеется, на тему войны и недопущения ее повторения. Помню раннюю березу, осколком бомбы на заре, стадионный сок бежал, как слезы, по извечной коре. За ясным пушкой грохотали, кумиса дым пороховой, но мы стоится отстояли, спасли березы по Новской. Также собравшиеся прочитали коллективный маулид. Какой бы радостной ни была встреча с родными, пришло время возвращаться домой. Однако воспоминания о сегодняшнем собрании, безусловно, еще долго будут храниться в сердцах у каждого. Тамерлан Хамхоев, Гапур Черкиев, Новости 24. В Музее краеведения состоялась выставка, посвященная памяти Фатимы Далаковой. Больше 20 лет она руководила Объединенным Чечено-Ингушским государственным музеем краеведения. Друзья, родственники и коллеги вспоминают ее как доброго, отзывчивого человека, настоящего профессионала своего дела. Подробности в следующем сюжете. Отзывчивая, добрая и всегда готовая прийти на помощь. Именно такой запомнили коллеги своего первого директора Фатиму Далакову. Она отличалась скромностью и настоящим профессионализмом. Родилась Фатима Далакова 22 декабря 1930 года. Всю свою жизнь посвятила любимой работе. Будучи первым директором Чечено-Ингушского государственного краеведческого музея, внесла большой вклад в развитие отечественного музееведения. Она, конечно, была заслуженно награждена неоднократно. Она имела и награды Министерства культуры России,
Черногорского министерства культуры. У нее было очень много поощрений и благодарности с ведущих музеев России. В этом зале друзья, коллеги, родственники Фатимы вспоминают ее как профессионала. И действительно, кандидат исторических наук, заслуженный работник образования России, редактор научного вестника «Известия». Помимо прочего, Фатима Далакова является автором многочисленных книг. Самая известная «Семья и семейный быт ингушей». Фатима собирала по крупицам интересные факты об ингушах, рассказывает племянница. Она приходила к нам и всегда говорила нам: 6 братьев и 2 сестры. Вы знаете, история нашего культурного наследия, она утеряна в Грозном во время боевых действий. Поэтому мы по крупицам восстанавливаем наши имена музейных деятелей, культурных деятелей, исторических личностей. И вот мы максимально предоставляем сегодня для жителей, гостей республики эту выставку о Фатиме Идрисовне. А она была выдающимся человеком, ученым, известным музееведом. Обращаясь к собравшимся, министр культуры и архивного дела Ингушетии Марет Газдиева отметила, что Фатима Далакова внесла большой вклад в дело изучения истории народов Северного Кавказа. Человек только высокого образования, высокого внутреннего, так сказать, богатства, огромных познаний в истории этнографии, музееведения, мог возглавлять в те времена, в те сложные времена, целый огромный музей Чечено-Ингушетии, именно краеведческий музей Чечено-Ингушетии. Заслуженный работник образования РСФСР. Это очень высокий статус, это очень высокая планка. Мама всегда любила людей, всех, кто ее окружал. Всегда пыталась каждому помочь. Уже через столько лет, когда ее нету, и в Чечне, и в Ингушетии я встречаю людей, которых я даже не знаю, и которые, узнав мою фамилию, ко мне подходят и спрашивают: а Фатима Идрисовна, кто вам, как она к вам приходится? Когда я говорю, что это моя мама была, меня начинают люди незнакомые обнимать и рассказывать, что она для них, чем она им помогла. Среди приглашенных также директор Государственного архива Магомед Картоев. Он отметил, что работники музея вкладывают всю свою душу и до конца бывают преданы своей работе, как это сделала Фатима Далакова. Для нас очень важно сохранять историческую память о таких людях, помнить о них и передавать эти знания последующим поколениям, чтобы сегодняшние поколения работников музеев, архивов, они равнялись вот именно в таких людях, как Фатима Идрисовна Далакова. Фатима Далакова дала своей работе 21 год. Черно-Ингушским государственным музеем краеведения она руководила с 1968 по 1989 годы. При ней были созданы на территории Ингушетии филиалы Музея боевой и трудовой славы города Назрань и города Малгобек, а также Музей имени Героя гражданской войны Ахриева. Лариса Аздоева, Рахман Цуров, Новости 24. В Судженском доме культуры прошел отчетный концерт школы искусств. Ребята готовились к мероприятию не один месяц. Свои умения воспитанники продемонстрировали зрителям в танцах, вокальном мастерстве и игре на музыкальных инструментах. На концерте побывала и Дана Плиева. Ей слово. Чистые и звонкие голоса юных исполнительниц хора вызывают восхищение у всех присутствующих в зале. А ведь за таким прекрасным исполнением стоят долгие усердные репетиции девочек, готовившиеся к выступлению почти год. Занимались мы очень долго. Были некоторые ошибки, но мы упорно их исправляли, и сейчас на этом концерте мы хорошо выступили. Мне очень понравилось выступать, очень много позитивных эмоций, столько радости, потому что когда мы поем в хоре, мы поем как команда, и надо прислушиваться к другому человеку и понимать все это. Национальная гармонь, домбра, фортепиано, хор. Программа отчетного концерта очень насыщенная. Воспитанники школы искусств демонстрируют свои успехи за год в том или ином музыкальном направлении. Школа выпустила не одно поколение талантливых ребят. Многие из них пошли по творческой стезе и дальше. Вообще хочется отметить пополнение преподавательского состава молодыми кадрами. Потому что в основном это молодые педагоги, которые недавно закончили колледж искусств, институт искусств Нальчика, такие как Тамара Эльдиева.
Все ребята, можно сказать, в творческом поиске, поэтому даже на концерте каждый захотел выступить. Легким касанием клавиш Тамара Ильдиева передает неповторимое звучание сонаты, написанной Рахманиновой. Ее она исполняла уже дважды. Первый раз на одном из международных конкурсов, где стала лауреатом. Но сейчас Тамара волнуется не меньше, ведь выступает на отчетном концерте в этой школе впервые. Девушка с детства увлекалась музыкой, и потому, отучившись в студии искусств города Назрань, продолжила учебу в Институте искусств уже в Нальчике. А теперь Тамара обучает детей игре на фортепиано. Это очень полезно, потому что ребенок становится самостоятельным. У ребенка развивается сила воли, потому что ему надо заниматься дома так же, как, например, 2 раза в неделю на урок он приходит, остальное время он все время дома должен заниматься. Поэтому сила воли развивается, и это воспитывает прежде всего поколение. Я считаю, что это должно быть в нашей жизни. Вскоре в школе искусств появятся новые кружки и классы по игре на гитаре и скрипке. А это значит, что больше детей будут заниматься музыкой. Дана Плиева, Хамзат Халухоев, Новости 24. Защиту поясов чемпиона проводит сегодня Иса Чиниев. Соперником ингушского спортсмена станет венесуэльский боксер Исмаэль Баросса, имеющий в своем активе 20 побед, 1 ничью и 2 поражения. У нашего земляка на данный момент поражений нет. Все 12 боев Чиниева завершились его триумфом. Трансляция турнира начнется сегодня в 19:00 на канале «Матч Боец». Ингушский боксер выйдет в ринг после 10 часов вечера. Власти Магасы Назрани организуют просмотр поединка на больших экранах. В случае, если Чиниев защитит титул, то он приблизится к поединку за еще один пояс чемпиона. Не пропустите самое интересное. Болеем за наших. А завтра в 21:00 на нашем канале смотрите программу «Итоги недели» с Риной Цичуевой. Вы узнаете о главных событиях последних 7 дней. Не пропустите. От героев былых времен не осталось порой имен. В Магасе прошел парад победы. С поздравительной речью выступил глава Ингушетии. 9 мая 1945 года навсегда останется в памяти людской, как день воинской славы. Подвиг советского солдата. 73 года исполнилось со дня Великой Победы в Отечественной войне. Это мой дядя. Он ушел добровольно в 1941 году и не вернулся. Ингушетия отправила очередной гуманитарный груз братскому сирийскому народу. В Джейрахе стартовал международный форум «Торгим-2018». Расскажем все, чем запомнилась эта неделя в воскресенье в 21:00 в итогах недели на Национальном. У меня сегодня на этом все. Всего доброго. До встречи в эфире.